Ребят, я поел нормально, уже отдыхаю. Вот. Ноги на кресле, мне тепло сейчас. Смотрю интернет. Вот так вот. 50 лошадей. Вот это погнали. 3G я говорил. А сейчас в районе у нас, в райцентре, там 4G ловит. В Сыктывкаре 4G в районе ловит тоже. А у нас 3G и нормально пашет. Вот 30-секундные ролики. Вот сейчас 2 ролика я скинул. 30-секундных 2 ролика. И скачивается 30 секунд за 2 минуты. Если, скажем, 4G, там буквально за минуту можно скачать. Так что я пока доволен этим интернетом, что есть у нас. Это так. Хочу пожрать. Тоже смотрю. Прикалываются веселые бухарики тут гуляют. Всем здорово, с вами как обычно Опять реклама. Перед просмотром ролика, ребят, хотел... Вот так. Так, время сейчас 23:25. Ой-ой-ой, сколько еще нам сидеть тут? У нас, ребята, гости. Широконосцы подсели тут. Прям возле меня, возле шалаша где-то рядом. О. Слышали? Один или 2, наверное, их было тут. Вон как мои ноги выше приподнял. Ну, немножко как, хоть полулежа так посижу. И горелка вон снизу под нарами. И знаете, вот жар идет конкретно, вот именно вот тепло отдает. Без рукавиц, без ничего, вот так спокойно я лежу, отдыхаю. Поясница в тепле, все в тепле. Хорошо. Хоть часик где-то. Сейчас 23:43. Без 15, получается, без 15:12. Еще где-то часик. Еще часик до рассвета. Ну. О, какой-то транспорт едет. Похоже на мотоцикл. Иж. Или же иномарка какая-то. Иномарка. Ну, еще, чтоб стрелять, ничего не видно. Сейчас полежим еще. Спешить некуда. О, греет хорошо. Ну вот и рассвело, ребят. 2 часа 21 минута. До этого я снимал на экшн камеру, но не знаю, что-то удалось нет заснять, потому что, блин, не вовремя заметил, этот отсоединилась от пауэрбанка и экшн камера вырубилась. Когда вырубилась, непонятно. Заметил я поздно, уже рассвело. Блин, почаще надо проверять. На лбу стоит, нифига не знаешь, снимает, не снимает. Но дома посмотрю, сейчас уже тоже в меню лезть не буду. Дома на компьютере посмотрю. А так у меня вон утка. Вон. Думаю, широконоска, да, широконоска. И там должен быть тирок еще. Сейчас вкратце расскажу. Вдруг, блин, не заснял. Экшн камера не засняла. А дело было как. Короче, этот широконоска 2 или 3 раза мне кружила тут. Ну, подлетала. В общем, эта утка. Подлетала она. И на 3-й раз вот так. Кружок такой над шалашом так, ну,
стреляют. Возле шалаша, ну, блин, как же объяснить-то? Ну, круг сделала за шалашом, сделал-то есть утка. И сел вот на середину, потом я выстрелил, подранил еще там 1,5 метра успел, он думал, сейчас взлетит, но у него крыло перебито было, я второй раз еще выстрелил, все, попал. А чирки вдвоем были, где-то вот оттуда, наверное, как-то прилетели, вот здесь, прямо здесь, и сели. Я сидел вот тут, сидел, я их видел, но куда они сели, я никак не могу понять. Потом я встал, ну, чуть-чуть так, вот так встал, и они, оказывается, сидели в траве, где-то метр, наверное, друг от друга. И самца я заметил, потому что он светлый, белые оттенки такие, рисунок у него. Сейчас маскировка такая у него. И увидел, ну, отсюда, наверное, метров 30. Выстрелил, и с первого раза я попал. Самочка там буквально метр в стороне была. Она взлетела и метров 20-15, наверное, в траву также села. И, ну, начала кричать. Вот, блин, верность у них, конечно, капитальная. Даже самочка не улетела, не оставила самку, самца. И бывает там, если самку там, ну, подстрелишь или нечаянно подстрелишь, кто как, в общем, самец не взлетает вообще. Вот действительно у птиц это нет слов. Нет слова, конечно, верность. Ну, мы охотники такие. Инстинкт добывать, и ничего с собой поделать не можем. Так надо. Закон природы такой вот. Охотник добывает. Ну, это я рассказал, ребята, на всякий пожарный, там, себе застраховал. Потому что, блин, экшн-камера у меня, оказывается, там Powerbank не заряжал. Не знаю, может быть, даже и не снимал там ничего. Кулики кричат. Такой вот они. Вшивые, ох, эти птицы вшивые. Я вам скажу. Не стоит стрелять даже их. Мясо такое не очень вкусное, сладковатое. И вшивые они. Очень много вшей на них. В принципе, утки все вшивые, но кулики... Вон еще один. Вот так. Вот такая утренняя зорька. Такая охота у меня сегодня получилась. 3 утки подбили. Вчера вечером одного. И еще 2 утром. Нормально. И думаю, я сегодня уберу. Все эти чучела я уберу. Может быть, даже, ну, такого интереса у меня нету, чтобы еще в этом году сюда прийти. Потому что уже болото высохло. Я охоту прозевал. Основная масса в речной утке уже поднялась, ну, на север улетели. А нырковые сейчас где-то 14-го будут подходить. Но я на речке уже не охочусь, можно сказать. Неохота. Так что вот такая охота в этом году. Ну, не пустые. Не зря пришли, не зря трудились, сколько я с осени, вот осенью там скосил все это дело. Потом шалаш пора подправлять приходил по насту. Эти лапники принес. Дальше вот сейчас вот. Если бы не скосил, этой лужи бы и не было. А сейчас вот
как бы, чем больше скосишь, не поленишься, тем больше лужа. А если дня на 4-5 раньше поохотились, вообще идеальный вариант был бы. Так что нормально. Хватит и 3 уток. Потом пусть они размножаются. Пусть размножаются, и осенью еще, может, будет охота. Вот. Но у меня такие планы, ребята. Вот именно такие планы, что думаю, может не приду, может приду. Фиг знает, заранее ничего сказать не могу. Но такого особого желания у меня нету. По таким результатам, вот за утреннюю зорьку штук 20 уток, наверное, вот пролетело. И думаю, одни и те же летают. Потому что больших косяков вообще ни одного не пролетело. Что вот такая партия штук 15-20, хотя бы 7 штук. Не было, вообще нет уток. Стреляют минимум. Здесь на болоте пару выстрелов было. Там выше по течению что-то не слыхать, может ветер уносит звук. Ниже по течению, ниже села там, раз 10, наверное, выстрелили. А сейчас пик охоты. Сейчас все с ружьем бродят, и сейчас канонада бывает такая, должна быть. Ну, уток пока нету. Пока нету. Так, ладно, сейчас, наверное, сходим, достанем добытую птицу. В принципе, все по уму сделано. В сторону восхода все это лужа. Хорошо видно, когда утка сядет там, что-то на мушку попадает. Сейчас ветер усиливаться будет, я, наверное, не буду уже здесь задерживаться. Сейчас соберу эти утки, 2 штуки, потом чаек попью, соберу все эти чучела и потихоньку, наверное, буду домой направляться. А вон она. Ну да, от Чилы 25-30 метров. Чижок. Между прочим, чирки, кстати, маленькие, они очень вкусные утки. 3-свистунок или, это, наверное, свистунок. Ну да, свистунок. В голову, наверное, куда-то попал. Крепыш такой. Да. У русских как-то принято говорить с полем, но это для меня, не знаю, я вообще это слово не воспринимаю. Кто это придумал? Ты любую птицу добывай, любого зверя. Проси прощения, что ты добыл его. А чтоб праздновать, что ты широконоска. Праздновать, что ты некоторые как подстрелят от радости, прыгают там, веселятся там. Ну, я не такой. Такие делишки. Ну, нормально. Я вполне доволен. Вполне доволен своей охотой сегодняшней.
Ничего страшного, если все нормально будет в будущем году. Также будет охота здесь. Лодка по реке Лымва поднимается. Вот так. Сейчас чаек попью. И вязку. Ну, и там еще вчерашняя утка. В общем, 3 утки. Нормалек. Нормалек. Пол флакона ушло за 2 часа. Вообще экономично. Вот такой газ. Кому интересно, это на российский, даже всесезонный, даже не корейский. Я обычно корейские беру. Более как-то хвалят. Ну, не знаю. Это вроде тоже ништяковское показалось. Где-то чирок. Да, далеко. Тоже самец какой-то. Но в основном сегодня чирки кружили, летали всю ночь. Широконосский. Кряку вообще нету. Широхвости тоже минимум. Где они? Свистят-то. Блин, экшн камера, интересно. Заснял, нет. Там и уже светло вроде как. Выстрелы должны быть видны. Давно уже я тоже говорил, что экшн камера вот на запястье или как сюда вот. Там тоже экран отдельно. Ты что снимаешь, видишь. Эта штучка, знаете, вот щетка. Ранее не мог сказать, это кулер или что там на компьютере, это вентиляция. Кулер. Ну, он там такая штучка вот. Всю ночь тоже на огне был, и но он крепкий, металл видно. Нержавейка. Самое то подходит на горелку. Можно кружку хоть что класть туда. Сполоснуть. Это сполосну, потому что она сладкий, чай сладкий. Блин, ветер такой холодный. Не похоже, что весна. Знаете, раньше вот я когда охотился и на охоту идешь весной и тебе тепло. И утка тогда тоже очень много летала. А сейчас, пока не потеплеет, тоже они хитрые. Знают, когда подниматься на север.
Вот такие делишки, ребята. Все нормально. Никита говорит, какую собаку возьмешь? Айду или Тулана? Не соскучишься с собаками? Айда вообще из воды не вылазит. А Тулан, наоборот, боится воды. Шуруют, на лодке поднимаются по Лымве, и ни одного выстрела. Хотя Лымва такая река, где вот утки сидят, очень много. Все, речные уже пролетели. Только нырковые утки только остается ждать. Все чисто, ребят. Как и говорил, я убрал на всякий пожарный. Вдруг не приду или еще какие-то. Не знаю, что будет. Охота будет дальше или нет, вообще не могу сказать. По такому количеству птиц сюда я больше не приду. И вовсю уже поют лягушки. И за сутки эта вода сантиметров на 3, на 5, 3-4 уйдет. Если завтра не приду, послезавтра не приду, тогда все. Здесь больше делать нечего. Ну, убрал, и то ладно. Это значит хорошо, что я убрал. Не надо уже думать. Если, скажем, я не уберу, и охоты не будет, я буду думать, надо убрать чучела. Не люблю беспорядок. Это не мое. Я люблю, чтобы после сезона чучела стояли на месте, под крышей, сохли. Хотя в этом году они не так много работали, как бывало. Вот такие дела. Главное, чтобы не улетели эти чучела. Бывают такие случаи, что могут и улететь запросто. Так, ну да ладно. На этом сегодня будем заканчивать. Сейчас потихоньку буду, не спеша, наслаждаясь звуком природы. Вообще, всем наслаждаясь звуком природы, воздухом, днем сегодняшним. Ни одного выстрела не сделали. Сколько уже поднимается по Лымве. Да. Ну, такой перерывчик, это нормально, это бывает. Это бывает там, речные поднимаются, потом до нырковых такой перерывчик. Потом уже черники будут. Ну, и их, конечно, стрелять намного интереснее. Они не такие хитрые, не такие, скажем, партия сядет, можно настрелять там сколько угодно. Какие-то глуповатые птицы они. В Якутии их много долбят. Вот что вот скошено, вот здесь лужа. 1000 раз уже говорил. Если здесь еще дополнительно скосить, вот тут, то уже местечко хорошее будет. Вот тут трава. Вот эта трава. Вода уходит, трава поднимается. А на болоте надо охотиться, когда еще
Лед, снежок еще чуть-чуть. Под ногами лед. Вот здесь тоже хорошая яма, между прочим. Дополнительно, если и здесь тоже скосить. Скажем, здесь еще дополнительно скосить. Сюда чучела наставить, а там чистое место оставить. И утки на чистое место будут садиться. В принципе, такой маскировкой, такого шалаша они не боятся. Нормально. Ну и все, будем выходить на дорогу. Да, здесь травы, конечно, и воды много. Вот именно вот тут. В эту сторону надо еще косить. О, стреляют. Вот здесь, вот тут. Метров 20 еще можно. Шире чирки. Чирки летают. И сегодня вот ночью в основном вот в этом углу очень много чирки там кричали. Шилохвост тоже там. Ну, шилохвост, наверное, парочка там. А чирки туда-сюда летали и много кричали в этом углу. Но они кормятся травой там, семенами. Семенами вот эту штучку нам тоже. Это он. Вот это и кушают, ну, едят ли что там они. Кормятся этим. Наконец-то выбрались на дорогу. Основную прошли, а сейчас уже по грунтовке. Там УАЗик стоит, охотники. Ну, наверное, целый день еще буду сидеть. А я потихоньку, не спеша. Наверное, дождь тоже будет, потому что пасмурно уже пару дней. Дует ветер, это к дождю или к снегопаду. Ну и тучи хмурые. Все-таки, наверное, будет дождь. С южной стороны идет туча. Как-то подписчики тоже просили поснимать там звук природы, пение птиц весенних. Ну, лес сейчас слышно, как оживает. Птицы уже прилетели, много их. Но в моих видео есть тоже. О, как красиво поет. Есть видео. Звуки природы. Название на это видео. И там отчетливо слышно, как поет птицы. Что там булькнуло-то под ногами. Вот так. Весна. Сейчас пока хорошо. Где-то через месяц уже комары выйдут. И это хорошо закончится. Будет плохо. Будут кусать. Хоть непрерывно все снимай. Опять сериал потом будет. Как хорошо-то поет птица.
Тут пару раз сегодня тоже выстрелили. Охотники сюда приходили, видно. Ладно, идем. Надо идти. Надо идти, пару часиков поспать. Сейчас время 3 часа 22 минуты. Нормально. Час ходьбы. Так, ну да. Примерно потом 2 часа поспать. До 7 хотя бы. Там на моем шалаше еще чучела не убрано. Значит, ходят еще. Пускай ходят. Нам хватило достаточно. Если тут все скосить, убрать, такой полигон здесь будет мощный. Мощный полигон. Ну что, ребята, вот и закончился очередной поход, охота. Удачная даже, я вам скажу. Не каждому удается так добывать. А нам сегодня повезло. Добыли 3 утки. Манил вот таким манком. Китайский манок. В Алиэкспрессе тоже покупал. Есть видео на моем канале. Ссылка там тоже есть. Не такая дорогая. 500 рублей на магазинах. 3 500 продают. Разницы не вижу. Тоже крякает нормально. Даже подлетали. Хотя сегодня уток не так много было. Вода прибывает. Вода прибывает. Я от лодку приподнимал там, когда вчера оставлял лодку. Ну, думаю, сантиметров 5-7, наверное, вода пришла. И видно, пена идет. Так что лодку, наверное, тоже куда-нибудь повыше подниму. Чтобы за сутки где-то, ну, вот туда не уплывет, но все равно оставлять и без присмотра как-то неохота. Приподниму и нормально. Вот такой обзор отсюда. Наше село. Вон школа. Возле школы я и живу. И дома, бесконечные. Церковь. Изо всех уголков нашего села видна. Видели? Протяженность какая. И там еще дальше идет, дальше за поворот. Очень мощное село. Вот такие дела. Вот такие делишки, ребята. Больше добавлять ничего не буду. Спасибо всем, кто досмотрел этот фильм. Спасибо всем за хорошие
теплые комментарии, которые вы оставляете, пожелания. Вот мне приятно такие комментарии читать. Спасибо всем. И все, наверное, ребят. Добавлять больше нечего мне. Всем удачи и пока. Ждите новые видео. А насчет охоты, я думаю, наверное, все. Одна охота была, и больше, наверное, снимать весеннюю охоту в этом году не буду. Так что ждите походы, будни деревенские. Все это будет.